Добрый день, коллеги! Мы продолжаем наш крещенский фестиваль мастер-классов. И сегодня мы презентуем мастер-класс «Волшебная коробочка. Изготовление необычной открытки в технике скраббукинга» Смирнова Анастасия Сергеевна. Она является у нас воспитателем детского сада номер 1 города Микунь. Мы очень рады, что в этом году у нас активно в фестиваль принимают и воспитатели, не только педагоги и преподаватели. Поэтому я думаю, что работа будет вам полезна, ее можно будет использовать в своей практике. И, как всегда, я жду ваших комментариев в группе ВКонтакте. Я думаю, что отзывы и комментарии для мастера будут очень приятные и очень полезны. Спасибо большое. Ждем вас на следующих трансляциях. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Анастасия Сергеевна. Я работаю воспитателем в дошкольном образовательном учреждении детский сад номер 1 комбинированного вида город Микунь. Тема моего мастер-класса – волшебная коробочка, изготовление открытки в технике изготовления скраббукинг. Цель – создание открытки «Волшебная коробочка» в технике исполнения скраббукинг. Задача – познакомить с историей возникновения скраббукинга, показать особенности работы в этой технике и возможность применять ее в образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, научить основным технологическим приемам изготовления поздравительных открыток. Что же такое скраббукинг, либо скрэпбукинг? В переводе означает «книга из вырезок». Скраббукинг – это рукоделие, которое представляет собой разработку, создание и оформление альбомов, упаковочных коробок, рамок для картин и фотографий, а также подарочных открыток. Известно, что впервые скраббукинг начали применять в конце XVI века. В те далекие времена этот вид рукоделия представлял собой собирание всевозможных вырезок, цитат известных людей, изречений, стихотворений и поэм с последующим вклеиванием этих элементов скраббукинга в обычные книги. Раньше это рукоделие представляло собой в основном создание красочных альбомов. Скраббукинг-альбом отличается от обычных фотоальбомов тематическим декоративным оформлением, всевозможными украшениями, после которого альбом превращается в настоящее произведение искусства с красиво оформленной историей о том или ином памятном событии, например, о ребенке, либо о всей семье. Скраббукинг рукоделия настолько понятное и многократное, что создать поделку в этом стиле может даже маленький ребенок, который уже научился составлять коллажи из вырезок и создавать аппликации из бумаги. Поэтому обязательно привлекайте своего ребенка в качестве не только любопытного наблюдателя, но и активного помощника во время создания скраббукинг поделок. Данную технику целесообразно использовать в образовательном процессе дошкольного учреждения при реализации образовательной области художественно-эстетического развития, так как скраббукинг здесь позволяет совершенствовать умение создавать изображения по представлению, развивать чувство композиции, чувство прекрасного, вкус, стиль, воображение, а также закреплять различные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений. Разумеется, можно познакомить дошкольников с историей и с особенностями техники скраббукинг, с необходимыми для работы материалами. При изготовлении поделок мы можем предложить детям работать коллективно, в подгруппах, парах, что позволит воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, формировать умение договариваться, помогать друг другу. Также эта продуктивная деятельность может сыграть положительную роль во взаимодействии с семьей. То есть мы решаем задачи образовательной области социально-коммуникативного развития. Например, перед 8 марта я с родителями и с детьми проводила мастер-класс по изготовлению открытки для бабушек. Наряду с этим скраббукинг требует от детей безопасного обращения с ножницами, клеем, мелкими предметами и так далее. Данная техника также отлично развивает мелкую моторику пальцев рук, тренирует усидчивость и концентрацию внимания, а также аккуратность. Таким образом, уважаемые коллеги, все эти факторы доказывают, что данную технику можно использовать в работе с детьми. Сейчас немножечко поговорим о материалах для скраббукинга.
Что же нам понадобится? Клей, скраб-бумага, однотонная бумага, ножницы, пинцет, картон, линейки, скотч, люверс и крокодайл, канцелярский нож, резиновый коврик, дырокол, инструменты для вырубки и теснения, швейная машинка, штампы, различные украшения и декорации. Но мой любимый стиль – это винтаж и прованс. Они пересекаются друг с другом, работы в таком стиле получаются под старину, как помните, во времена барышень в длинных кружевных платьях. В последнее время получила широкое распространение и завоевала большую популярность одно из направлений в скрапбукинге – это кардмейкинг. Кардмейкинг – это изготовление открыток своими руками. Открытка ручной работы в стиле кардмейкинг представляет собой красиво оформленную декоративными элементами, различными вырезками и всевозможными мелкими деталями сложенный лист плотной скраб-бумаги. Сегодня кардмейкинг не менее популярнее, чем создание скраббукинг-альбомов. Ну и сейчас я покажу вам мастер-класс «Волшебная коробочка. Открытка в технике исполнения скраббукинг». Большое спасибо за внимание!